Сегодня Советский суд Казани вынес приговор директору фирмы «Казанский фасад» Альфире Аюповой и руководителю проекта Дмитрию Левакову. Суд установил, что по их вине 5 марта во время работ в строящемся доме люлька-подъемника, в которой находились 5 рабочих, сорвалась с высоты. 3 человека в результате погибли, 2 получили тяжелые травмы. Айгуль Бадрудинова продолжит. Сейчас не в состоянии. Вы подумайте, когда погибли, и что-то говорите. До начала заседания потерпевшие о своей позиции рассказывать не хотели. Говорят, тяжело и примут любое решение суда. На скамье подсудимых 2 человека. Директор фирмы Альфира Аюпова и руководитель проекта Дмитрий Леваков. Следствие доказало, что именно по их вине 5 марта этого года во время отделочных работ высотного дома сорвалась люлька, в которой находились 5 человек. Между 6-м и 7-м этажами оборвался канат. 1 человек смог зацепиться за люльку и залезть в окно дома. 4 упали на железобетонный фундамент. 3 погибли. 1 чудом выжил. Потерпевшие Латыпов, Саранов и Исенов получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью. А Гаревзянов и Ольхов – телесные повреждения, причинившие средней тяжести вред здоровью. Следствие установило, что нарушения были на каждом шагу. Все 5 человек не имели предохранительных поясов, вследствие чего не пристегнулись с помощью них к перильному ограждению рабочей платформы. В неисправном состоянии находился и сам подъемник. К тому же выдержать он мог только 3 человек, но рабочие об этом могли и не знать. Как доказали в суде, у них не было допусков к таким работам. К тому же они не были официально оформлены на работу. По словам представителя потерпевших, подсудимые, сами не имеющие образования в области промышленной безопасности, пытались задним числом устранить нарушения. Были поддельные договора, якобы они, не работали, а по договору подряд работали якобы. Ну, спасибо Следственному комитету, они установили, что действительно они там длительными работали, были приняты на работу. Вину признаете? Я свою признаю. Полностью, да? Полностью. Видимо, под тяжестью собранных следователями доказательств подсудимые не только полностью признали вину, но и ходатайствовали о рассмотрении дела в особом порядке. Потерпевшие были не против. Потерпевшие, встаньте, пожалуйста. Согласны принять свидетельствование в особом порядке? Да. Все согласны. В этом случае подсудимые полностью признают вину, но максимальным приговор быть уже не может. К слову, статья предусматривала до 7 лет лишения свободы, но потерпевшие на это были согласны. Еще до заседания Альфира Аюпова возместила им ущерб, перечислив в общей сложности 6 миллионов рублей на 3. Получили 2 миллиона? Да, получила. Второй подсудимый, по уверениям представителя потерпевших, свою вину никак загладить не пытался. В итоге суд назначил каждому по 3 года лишения свободы условно, а Дмитрий Леваков еще должен будет выплатить по 500 тысяч рублей каждому из потерпевших.